Всем привет! Тема сегодняшнего урока – настоящее время. Это время также называется очевидно настоящим временем глагола. В очевидно настоящем времени глагола речь идет о действии, происходящем в данный момент. Существуют две формы настоящего времени – простая и сложная. Простая форма оправдывает свое название и образуется просто с помощью четырех глаголов. Туру – стоять, жиру – идти, отыру – сидеть, жату – лежать. Глагол жату в настоящем времени при отбрасывании суффикса «у» обретает форму жатер. В первом лице единственного и множественного числа мен, я, без, мы только личные окончания, которые начинаются на букву М, то есть мен, мен, мез, мез. Сравните с таблицей личных окончаний первого типа. Итак, от словарной формы глагола отбрасывается суффикс «у» и присоединяются личные окончания первого типа. Примеры. Мен әдемі сарайда тұрмын. Я в красивом дворце стою. Біз далада жүрміз. Мы на улице ходим. Сен саябақта жүрсің. Ты в парке ходишь. Уважительная форма сіз қайда жүрсіз? Вы где ходите? Сендер далада жүрсіңдер. Вы на улице ходите. Уважительная форма сіздер қай көшеде тұрсыздар? Вы на какой улице стоите? Анар диванда жатыр. Анара на диване лежит. Балалар саябақта жүр. Дети в парке ходят. Отрицательная форма образуется при помощи суффиксов ган, ген, хан, кен, которые присоединяются к глаголам туру, жүру, отыру, жату. Образуются формы турган, жүрген, отырган, жаткан. Затем следует отрицание жок с личным окончанием первого типа. Примеры. Мен диванда жатқан жоқпын. Я на диване не лежу. Сендер саябақта жүрген жоқсыңдар. Вы в парке не ходите. Сложная форма используется, когда нужно описать любое другое действие человека, кроме четырех перечисленных ранее. Например, поет, читает, слушает и так далее. И, конечно, если это действие совершается в данный момент времени. Глаголы туру, жүру, отыру, жату в таком случае будут вспомогательными. От смыслового глагола отбрасывается суффикс «у» и присоединяются суффиксы «эп», «эт», «т». Затем следует вспомогательный глагол с личным окончанием первого типа. Суффикс «эп» добавляется после согласных, если слово твердое, «эп» после согласных, если слово мягкое, и «п», если слово заканчивается на гласную букву. С одним и тем же смысловым глаголом в зависимости от ситуации могут использоваться разные вспомогательные глаголы. Например, мен жазып тұрмын, мен жазып жүрмін, мен жазып отырмын, мен жазып жатырмын. Все переводятся как «я пишу». В зависимости от значения смыслового глагола вспомогательные глаголы могут показывать положение объекта. Тур – стоя, жүр – в движении, отыр – сидя. Глагол отыр используется только с одушевленными предметами. Жатыр – лежа. Также глаголы могут показывать длительность действия. Стоять туру человек может мало времени. Глагол тур показывает короткое действие или разовый вход в определенное состояние.
часто используется при описании явлений природы. Ходить жиру человек может дольше. Вспомогательный глагол «жир» показывает периодичность действия. Сидеть человеку легче, отыру, поэтому это еще больший промежуток времени. Лежать, жату, человек может наиболее долго. Если возникают сложности в выборе правильного вспомогательного глагола, то используйте жатор. Он подходит в 99% случаев. Например, Мен диванда демалып жатырмын. Я на диване отдыхаю. Жатырмын подразумевается, что лежа. Біз коньки теуіп жүрміз. Мы на коньках катаемся. Теуіп – словарная форма тебу, глагол исключения. Сен сағатына қарап тұрсың. Ты на часы смотришь. Сіздер шәй ішіп отырсыздар. Вы чай пьете. Отырсыздар подразумевается, что сидя. Ол ұйықтап жатыр. Он спит. Жатыр подразумевается, что лежа. Олар терезені жуып тұр. Они окно моют. Тұр подразумевается, что стоя. Глаголы бару – идти туда, келю – идти сюда, а пару – уносить, а келю – приносить принимают суффиксы «а» или «е». С данными глаголами используется только вспомогательный глагол «жатыр». Если движение имеет конкретное направление, то к смысловому глаголу нужно добавлять конструкции «бара жатыр» – идти туда или «келе жатыр» – идти сюда. Бала ағашқа шығып бара жатыр. Ребенок залазит на дерево. Ағашқа шығу. Карабкаться на дерево. Бара жатыр – идти туда. Адамдар төмен түсіп келе жатыр. Люди вниз спускаются. Төмен – вниз. Түсу – спускаться. Келе жатыр – идти сюда. Также эти конструкции показывают, что действие только разворачивается, начинается. Келе жатыр или действие находится в полном разгаре. Бара жатыр. Например, от жанып келе жатыр. Огонь начинает гореть. От жанып бара жатыр. Огонь вовсю горит. Отрицательная форма глагола образуется двумя способами. При помощи суффиксов ган, ген, кан, кен и отрицания жок. Суффиксы следуют после вспомогательных глаголов туру, жүру, отыру, жату. Например, турган, жүрген, отырган, жаткан. После вспомогательных глаголов следует отрицание жок с личным окончанием первого типа. Например, сен жазып отырған жоқсың. Ты не пишешь. Олар менімен сөйлесіп жатқан жоқ. Они со мной не разговаривают. Второй способ при помощи отрицательных суффиксов бабе, папе, маме, которые мы проходили в уроке отрицание вопрос, которые присоединяются к основе глагола, затем следует суффикс «и». Например, мен институтта оқымай жүрмін. Я в институте не учусь. Ол жауап бермей тұр. Он не отвечает. Жауап беру – отвечать. Вопросительные предложения. С вопросительными местоимениями. Сіз не іздеп жүрсіз? Вы что ищете?
с вопросительными частицами «Сен мені сағынып жүрсің бе?» «Ты по мне скучаешь?» Во втором лице единственного и множественного числа вопросительные частицы «ба», «бе», «па», «пе», «ма», «ме» могут изменяться на «м», «н». В этом случае они присоединяются к глаголу перед личными окончаниями. Например, «Басына бәле тілеп жүрмісің?» «Ты желаешь проблем на свою голову?» «Сіз естіп тұрмысыз?» «Вы слышите?» Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии и увидимся в одном из следующих уроков.